Добрый вечер. В эфире новости на телеканале «Осетия и Рыштон». В студии Валерия Козаева. О главных событиях расскажем прямо сейчас. Семья – это монолит, а не фундамент. Официально дан старт Году семьи в нашей республике. Сегодня в Осетинском театре состоялось торжественное открытие. Как это было, рассказываем в выпуске. Если будет не соблюдаться интервал движения транспортных средств, то, конечно, администрация будет принимать меры. Общественный транспорт работает в привычном формате, а любые изменения будут вносить, учитывая мнение жителей. Что такое оптимизация городской сети и как она изменит пассажирские перевозки? На данный момент, конечно, мы делаем все вручную. Настил сделали, нарисовали на ткань. Удобная и качественная одежда на каждый день – не особый случай. В Ордоне успешно развивают швейное производство. Работает меньше года, но уже показывает хорошие результаты. Следственный комитет установил, что военнослужащие ВСУ поразили Ил-76 в Белгородской области из комплекса «Патриот». Это подтвердила экспертиза. Место происшествия тщательно осмотрели. Специалисты обнаружили 116 фрагментов корпусов и механизмов 2 ракет с надписями и маркировками на английском языке. К другим темам. 2024 год президент Владимир Путин объявил Годом семьи. Праздничные мероприятия уже начались по всей стране. В нашу республику привезли его символ – Всероссийский семейный очаг. Отсюда он попадет во все регионы Северного Кавказа. А сегодня в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени Тхапсаева состоялось торжественное открытие. Лидия Цахилова с подробностями. В зале практически нет свободных мест. На торжественной церемонии сотни человек со всех районов республики. С важным днем жителей поздравил глава Сергей Миняйло и многодетная семья Габиевых, которая представила Северную Осетию на Всероссийском форуме «Родные, любимые». Семья – это монолит, а не фундамент, который воспитывает патриотов, который воспитывает людей, нормальных, хороших людей. Есть такое понятие, да, хороший человек. В любой тяжелой, самой тяжелой обстановке, когда нам всем плохо, а такое, к сожалению, в жизни бывает, и у каждого, наверное, бывает, тяжело, рядом с нами остается только кто. Самые родные и близкие для нас – это семья, да, и самые близкие друзья. Поэтому глубокий смысл во всем этом. Я хочу поздравить от всей семьи вас с Новым годом, с этим годом семьи. Думаю, что каждая семья рада этому. И не только семья, а вся Россия. Многодетные семьи, а также целые семейные династии учителей, врачей, военных, спортсменов, художников. Среди них и те, кто отдает долг родине в зоне спецоперации. Организаторы подготовили насыщенную концертную программу. На сцене выступил ансамбль семьи Айларовых из Алагира. Песню о родном городе репетировали каждый день. Мама, врач-бактериолог Светлана Айларова, воспитывает 5 дочерей. 2 из них пошли по ее стопам. Первое – это мама показывает своим примером. Даже не надо говорить, вот надо так себя вести или вот что-то надо вот так делать. Просто показывать своим примером, и дети, видя это, будут делать точно так же. Занимались образованием детей, все получили высшее образование, но все равно быть хорошим человеком и оставаться им до конца жизни – это для меня самое главное. Секретами счастья и благополучия на сцене Осетинского театра делилась каждая многодетная семья. Они простые, но такие важные. Чтить традиции, уважать старших, быть примером для младших. Только так можно вырастить достойное поколение. Лидия Цахилова, Алан Суанов, Новости Осетии. План мероприятий празднования 250-летия вхождения республики в состав России и 100-летия автономии обсудил Сергей Миняйло на рабочей встрече с сенатором Российской Федерации от Северной Осетии Виталием Назаренко. Стороны рассмотрели этапы продвижения совместных инициатив законодательных и исполнительных органов власти региона. Особое внимание мерам федеральной поддержки участников специальной военной операции и их семей.
Сразу после Виталий Назаренко встретился со студентами Института управления. Член Совета Федерации России ответил на вопросы будущих специалистов в юриспруденции, экономике и экономической безопасности. Первый вопрос. Как спецоперация повлияла на занятость чиновников? По словам Виталия Назаренко, объем работы, конечно, стал больше, но кардинальных изменений нет. Сейчас главное быстрее интегрировать новые территории и поддержать участников СВО. В Верхней палате Федерального собрания Виталий Назаренко представляет законодательный орган Северной Осетии. Это встреча в рамках нового вузовского предмета «Основы российской государственности». Его ввели по поручению Владимира Путина. С 1 сентября студенты изучают становление российского государства и какое место сегодня занимает наша страна в мире. Как отметил Виталий Назаренко, он старается как можно чаще общаться с молодежью. Сенатор выразил надежду, что такая практика продолжится. Главное, уточнил он, чтобы проблемы, о которых говорят дети, решались оперативно. Я будущий юрист, для меня было очень важно пообщаться с сенатором. Он мне подсказал, как, возможно, я буду выстраивать свою карьеру. Я прислушиваюсь к его мнению, для меня было это очень интересно, важно. И я остаюсь под большим впечатлением. Когда ты видишь молодежь, встречаешься с ними, общаешься, видишь, что нас ждет в будущем. Да, молодость, она сама по себе прекрасна, она реально прекрасна. И ты смотришь на молодежь и понимаешь, куда мы двигаемся, что нас ждет в будущем. И на этой встрече, конечно, в очередной раз я услышал от студентов, что их интересует, что в первую очередь для них важно. И рассказал о деятельности Совета Федерации, рассказал о своей деятельности, да, потому что это очень важно, чтобы молодежь тоже понимала, чем занимается Совет Федерации. Беслан дополнительно защитят от паводка. В этом году капитально отремонтируют укрепительные сооружения длиной 1300 метров на правом берегу Терека и полностью восстановят подпорную дамбу на озере Бекан. Об этом Борису Джанаеву доложил руководитель профильного ведомства Вадим Базаев. Аналогичные работы идут на реке Ардон по защите Алагира, параллельно расчищают русло рек Феокдон и Урздон. Состоялась рабочая встреча главы республики с руководителем Федерального агентства водных ресурсов. На встрече обсудили вопросы берегоукрепления, расчистки рек на территории нашей республики. Сегодня самая главная задача – сформировать пакет документов, заявки, ну и также их сопроводить на федеральном уровне. Все городские маршруты будут работать в обычном режиме. Ни один из них не отменили. Об этом нашему телеканалу сообщили в МС Владикавказа. Проект транспортного планирования утвердили. Он поможет оптимизировать маршрутную сеть, обновить автомобили и инфраструктуру и в целом улучшить качество обслуживания. Все решения об отмене и изменении маршрутов будут принимать, учитывая мнение перевозчиков и пассажиров. Скоро на дорогах появятся новые автобусы вместимостью больше 40 человек. Главная задача – удовлетворять современные потребности жителей города, говорят в администрации. У нас 60 транспортных средств заключены договоры. И тоже еще промониторим ситуацию с частными перевозчиками, какая там ситуация сложится. Если, конечно, у нас, конечно, нет самоцели там убрать частных перевозчиков с рынка, но если будет не соблюдаться интервал движения транспортных средств, то, конечно, администрация будет принимать меры по приобретению большего количества состава и, соответственно, выпускать на линию своих транспортных средств среднего класса в большей степени. Эвакуировать и спасти пострадавших при сходе лавины. Сотрудники МЧС провели учения в ЦЕИ. Они говорят, эти навыки нужно постоянно отрабатывать. С каждым годом в Северную Осетию приезжают все больше любителей экстремального отдыха. В ведомстве призывают альпинистов регистрироваться в МЧС и сообщать о планируемых маршрутах. Так, в случае чего спасатели оперативно придут на помощь. На 2023 год в Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде было зарегистрировано более 260 туристско-альпинистских групп. Это в сумме было более 2700 человек, ходило в горы и отдыхало на туристских и альпинистских маршрутах. В Ардоне меньше года назад открыли швейную фабрику. Проект поддержал глава республики Сергей Миняйло. Это настоящее семейное предприятие, где создают стильные и удобные вещи для взрослых и детей. Продукцию поставляют в регионы из КФО. В планах держать курс на расширение производства и выходить на новые площадки. Лидия Цахилова расскажет подробно.
Весь процесс начинается здесь, в закроенном цехе. Ткани с помощью автоматизированного комплекса разрезают на полотна. Их может быть несколько десятков. Затем сверху раскладывают ткань уже с лекалами. На данный момент, конечно, мы делаем все вручную. Настил сделали, нарисовали на ткань и, соответственно, потом режется. А фактически у нас приобретен плоттер, и будет все уже в электронном формате, на бумаге распечатывается. Далее процесс продолжается в производственном цехе, где каждый сотрудник отвечает за определенную операцию. Работают на современном оборудовании, его привезли из Москвы. В швейной фабрике производят мужские классические модельные брюки и одежду для подростков, рубашки и жилетки. В штате 15 человек. У кого-то получается, у кого-то не получается, но это нормально. По набору персонала у нас, естественно, из 10 человек, даже не из 10, может, из 20 остается один. Очень трудно набирается персонал, потому что, все-таки это сложные. У нас сложные операции классических, модельных брюк, детские брюки модельные, школьная форма, жилетки. Предприятие тесно сотрудничает с Северокавказским аграрно-технологическим колледжем и 4-м профессиональным лицеем. Последнее окончила и Олеся Гаглоева. На фабрику пришла в феврале прошлого года. Сначала работала на карманном автомате, потом повысили до технолога. Сейчас помогает новым коллегам осваивать оборудование. При этом совмещает все с закроенным делом. Я изначально обучалась этому в лицее. Да, и тут, когда уже должность повысили, тоже объяснили, что к чему. Мне интересно всегда было, как создают вещи, из чего они вообще сделаны, состав ткани. Швейную фабрику в Ордоне открыли чуть меньше года назад. Содействие оказал Сергей Миняйло. Спрос на продукцию есть, готовые партии отправляют в регионы СКФО и Южную Осетию. Производство будут расширять. Недавно нам выделили участок в аренду для производства. То есть в данный момент мы арендуем экспериментальный цех, а на дальнейшее у нас будет перевод нашего производства на землю, которую нам администрация выделила. Мы участвовали на электронных торгах, мы эти торги выиграли. И, соответственно, сейчас оформляются документы на аренду этого участка. В планах производить около 60 тысяч изделий в год. Для этого, помимо нового цеха, который будут строить, нужны и сотрудники. На фабрике ждут выпускников с вузов, а для студентов предусмотрена практика. Лидия Цахилова, Диана Кабалотти, Новости Осетии. Новый сезон, новая глава для конного театра «Нарты». Отремонтированная арена, практически полная замена манежа от основания до барьеров, современное покрытие и вместе с этим совершенно другие условия для тренировок и репетиций. Сами артисты говорят, раньше заниматься и выполнять трюки было небезопасно. Дана Малышева с подробностями. Грациозная Атила тестирует новый цирковой манеж. Чистокровному испанцу андалузской породы 5 лет. Точно таких же раньше держали в конюшнях почти все европейские монархи. Жеребец – артист конного театра «Нарты» с Нателлой Казити. Тренируется чуть ли не с рождения. На новом резиновом покрытии Атила работает намного увереннее, говорит заслуженная артистка Южной Осетии. Прошлая резина, она доставляла массу неудобств, потому что, допустим, если в манеже поднимался концентрат воздуха, лошади имеют свойство потеть, нагревать воздух, и весь этот конденсат скапливался, резина становилась скользкая, и лошади могли подскользнуться, упасть, и люди тоже травмировались, поэтому работать уже дальше не представляло возможности на такой резине. Летняя сцена на 500 мест зимой не работает. Этому крытому ангару на 100 зрителей 4 года. Даже когда не позволяет погода, 10 лошадей тренируются здесь и выступают ежедневно, копытами разбивая резину. По указу Сергея Миняйла на качественное покрытие из республиканского бюджета выделили 2 миллиона рублей. Его постелили по госстандартам в 3 слоя, чтобы было устойчиво, мягко и бесшумно. Лошади для нас все, говорит главный режиссер театра Валерий Попов. И это отношение видно сразу. Практически была произведена полная замена манежа от основания до барьера. Нам полностью выровняли бетонное основание, произвели полную замену резинового покрытия на каучук и, соответственно, подняли борт на 10 сантиметров, соответственно, тому, насколько
поднялся пол манежа. Износостойкое, эластично, упругое, каучуковое покрытие используют во всем мире. Акробаты уже на конях, а это значит, цирковой манеж готов. Верхом со страховкой ездят только на репетициях. Перед зрителями смело выступают без нее. Убедиться в этом можно лично. До конца февраля первый в России государственный конно-драматический театр «Нарты» показывает детский спектакль «Али Баба и разбойники». А совсем скоро вернутся легендарные концертные программы. Дана Малышева, Артур Гаглоев. Новости Осетии. Впервые в Северной Осетии открыли всероссийский фестиваль духовых оркестров Валерия Халилова, генерал-лейтенанта, композитора и военного музыканта. Студенты колледжа искусств имени Гергиева исполнили произведения российских, советских и зарубежных авторов. Среди них «Тройка Свиридова», «Прощание славянки», «Агапкина», «Арабские танцы Баррета». Концерты проходят в более чем 40 городах России. Их объединяет символ фестиваля – песня-гимн «Навсегда великая страна» Валерия Халилова. Очень здорово и замечательно то, что данный гимн Валерия Михайловича объединяет столько количества музыкантов, профессионалов по всему миру и даже по России. Пропаганда именно духовых инструментов у нас очень важна, потому что со временем у нас появляются хорошие студенты, хорошие ученики. Школ у нас участвуют не только студенты колледжа, но еще участвуют школьники. А чтобы как-то пропагандировать это дело, нам именно нужны концерты, выступления. И опять же, дети должны как бы реализовывать себя на сцене. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.